Алло? Салам, дадачон. Все, чему я училась, это привело меня в итоге к кинематографу, потому что вначале я увлекалась, например, дизайном, живописью, закончила Государственный художественный колледж имени Алимова, а потом поступила на отделение культурологии, потому что все-таки существовало мнение, что мне необходимо получить теоретические знания. Да, и это как бы область культуры, и кинематограф ее часть. То есть, если раньше сфера моей деятельности была широкая, культурология, философия культуры, то постепенно она стала иметь практический выход. Это вот кинематограф, потому что я вначале написала дипломную работу о документальном кино таджиков. Впоследствии я поступила в аспирантуру при Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Республики Таджикистан, чтобы заниматься изучением истории таджикского кино. Одновременно подала по киноведению, заметьте, подала на стипендию индийского правительства. Притом никто не верил, что возможно учиться по кино, потому что такого опыта не было. И таким образом я стала первой студенткой, которая изучала кино из Центральной Азии, именно вот в Индии, в Институте кино и телевидения Индии в городе Пуна. У меня было немножко разочарование, потому что я отправляла по кинокритике, по киноведению на стипендию, а в итоге мою анкету отправили на кинорежиссуру. Моя дипломная работа называлась «Между». Я сняла ее в 2012, закончила в 2013 году. И этот фильм, он был на 5 языках, там звучала речь. Так, на хинди, на русском, на английском, непальский, фарси тоже использовала. Марин, тебя по телеку показывают? Вот это был мой дипломный фильм, и, кстати, он был отмечен на кинофестивале «Кыргызстан. Страна короткометражных фильмов». Он получил гран-при в 2013 году. Позже я училась, поехала в 2013 в летнюю киноакадемию Никиты Михалкова. Это был хороший опыт именно знакомства с русской актерской школой и поработать именно в команде с российскими молодыми кинематографистами, потому что совершенно другой опыт. Я до этого работала с индийскими. А позже я проучилась в программе Berlinale Talents в 2014 году. Кстати, в 2014 я сделала свой первый таджикский фильм в Таджикистане. Это на студии Вард Симо, фильм называется «Тасфия». И фильм был снят по новелле «Ревность» Тимура Зульфикарова. Позже он написал сценарий. После ТСВИ я думаю, что я стала больше заниматься кинокритикой, потому что закончила как раз аспирантуру. Также сдала книгу «История таджикского кинематографа». И в 2015 я стала членом NETPAC. Это международная ассоциация, то есть Network for Promotion of Asian Cinema, сеть по продвижению азиатского кино. В 2017 году я сняла фильм «Хайл Фуруш», короткометражный по Рабиндранат Тагору, по его рассказу «Кабулец». У меня есть, например, сценарии, которые являются адаптацией, но все же я стараюсь тоже писать сама. И чем я вдохновляюсь? Я все-таки вдохновляюсь, наверное, общением с людьми, тех людей, которых я встречаю. Мне кажется, все-таки, может быть, это немножко суеверно звучит, но всех, кого я встречаю, это не случайно. Это вносит какой-то вклад, и это для чего-то предназначено. То есть это предназначено либо для того, чтобы ты новые идеи какие-то получила, либо чему-то научилась, либо чтобы ты вдохновилась опытом или какими-то историями, которых ты слышишь. И эти истории, знаете, мы окружены ими. Все мои сценарии, они в чем-то автобиографичны. Пусть даже если это адаптация, потому что адаптация это не случайно выбрана, литературная адаптация, но все-таки выбрана, потому что тебе созвучно, что ты нашел что-то свое, личное, чему ты сопереживаешь.
Вы знаете, у меня такое мнение складывается вообще о фильме, вообще о любом творческом проекте, будь то живопись, например, что это автопортрет художника. Пусть даже в фильме, например, когда мы смотрим фильм, мы чувствуем ауру этого человека, его энергию, его внутренний мир. Я больше обращена вовнутрь, да, может быть, это интровертный характер, да, поэтому постоянно подвигаю все самоанализу, даже то, что было когда-то. И потому что события в жизни, они не сразу, ты их понимаешь, через несколько лет, когда ты задумываешься о них, эти пазлы складываются, и ты понимаешь, почему это произошло. Киноязык, он же постоянно эволюционирует. Например, сейчас те фильмы, которые я снимала в Таджикистане, я думаю, постепенно пришла к тому, что как бы развиваю вот этот свой киноязык. Я думаю, что я еще в поиске этого киноязыка, потому что когда я приехала, столкнулась именно с тем, что теперь какие фильмы мне создавать, у меня другая школа. Потому что даже в Индии я училась не болливудскому кинематографу, который является мейнстримом. То есть я училась именно параллельному кинематографу. Это кинематограф, вы знаете, он такой замедленный, немногословный, да, в котором больше действия, в котором, например, отдается предпочтение тому, чтобы отобразить атмосферу, запечатлеть это в это время. Это, знаете, как у Тарковского «Запечатленное время», почему он так назвал свою книгу. Поэтому я думаю, что я до сих пор ломаю голову над этим вопросом. Мне кажется, режиссеры, они все-таки не всегда довольны своими работами, вообще все кинематографисты, потому что ты планируешь сделать работу на 100%, у тебя в голове вот эта стопроцентная идея, но в итоге на пути реализации, если тебе удастся 60% реализовать из того, что ты задумал, это уже хорошо. Вы знаете, я больше работаю, по-моему, с типажными актерами. Брессон называл их моделями. В смысле, они как натурщики, нежели с профессиональными актерами, потому что, мне кажется, все-таки они более естественные для кинематографа, тому кинематографу, к которому я тяготею. Потому что я не говорю о том, что профессиональные актеры хуже использовать в кино. На самом деле это все зависит от того, какой фильм ты создаешь. Я же все-таки стараюсь выбирать актеров из непрофессиональной среды. Конечно, у них должны быть какие-то артистические способности, они должны быть довольно открыты, мобильны и раскованно чувствовать себя перед камерой, но они не получили профессионального образования. В этом случае по какому признаку я их подбираю? Потому, насколько близки они к сценарию, к тому, что происходило в сценарии, по своему психологическому характеру. Я все-таки тяготею к такому кинематографу, в котором предпочтение отдается все-таки естественности, больше естественности. Поэтому мне интересны люди с улицы, поэтому я ими вдохновляюсь. Если мне нравится их внешность, я уже сразу вижу их либо в сценарии, либо сам сценарий может появиться, отталкиваясь от их образа. Я их подбираю ближе к тем героям, о которых, например, написано. Иногда сами герои, их предыстория, вообще их характер, их действия, они потом изменяются в соответствии с человеком, которого я подобрала на роль. В этом плане я немножко скептично отношусь к самому процессу кастинга. Я бы не сказала, что это кастинг, это больше, наверное, как общение. Иногда сценарий, вы знаете, он может изменяться в зависимости от того человека, которого я нашла на эту роль. Например, для фильма «Насиб», короткометражного фильма этого года, который мы сделали, я искала героиню. В итоге я предложила Тахмине Раджабовой, но я не знала, что она в положении находится, потому что не сразу было заметно. Она с удовольствием согласилась, единственное, предупредила меня, что это не смущает меня, но я все-таки сказала, что нет, это не смущает, потому что я могла изменить сценарий, именно скорректировать ее под Тахмину. Поэтому какие-то сцены были дополнены диалогами. Я уже продумала о том, как я это визуализирую, как я это могу обыграть, например. И у меня такая привычка просто впоследствии называть именно персонажей именами тех людей, которые играют. Да, чтобы это было все-таки более естественно и, может быть,
Потому что, вы знаете, я пытаюсь найти этих персонажей, персонажей, похожих на этих людей. И самих этих людей потом делаю похожих на персонажей. Мне кажется, все-таки «Сафар Нума. Заметки на тропе наследия» — это полнометражный документальный фильм, который я сняла в 2019 году. Он близок мне. И, может быть, фильм «Насиб» тоже близок, но он игровой, короткометражный. Также я сняла фильм «Отец» памяти Маматкула Арапова. И этот фильм был сделан полностью одним человеком, потому что я, например, сняла кое-что в Таджикистане, потом поехала в Узбекистан, там снимала, например, в Самарканде, в том доме, где я родилась, то есть где работал отец, например, в Бухаре, где жили наши предки. И я сама написала и сама проговорила авторский текст. Это было от первого лица, как если бы я рассказывала свои детские воспоминания, рассказывала о нем, то есть, чтобы люди другие увидели его моими глазами. И при том я придерживалась, знаете, такого мнения, когда я монтировала этот фильм, что я не буду его показывать, его видеоизображение с самого начала. То есть он существовал, его мозаика должна была складываться из тех воспоминаний людей, которые его окружали, с которыми он работал, когда-то сталкивалась. То есть он мог быть, допустим, присутствовать как фотографии, например, но не как видео. И видео моего отца появляется именно в конце, где зритель, он, по идее, должен увидеть его вживую таким образом. Говорить о нем для меня было сложно. То есть я осталась без отца, когда мне было 14 лет. То есть тогда он, наверное, и не знал, что я буду впоследствии кинорежиссером и свяжу с кинематографом свою жизнь, пойду по его стопам. Вот я не знаю, как бы он это воспринял. И вот этот фильм, он, наверное, был для меня таким шансом, чтобы переосмыслить, да, вот встретиться с самой собой. Поэтому вот этот фильм стал таким для меня откровением. دخترم تو کلان شده ای تو دیگر نمیتوانی میسی پیشتر گردی. Мне хотелось бы делать вообще для всех людей эти фильмы, потому что это не так, чтобы я делаю фильмы для себя, да, и это как мне не важно, что меня понимают, меня смотрят, да, я вот занимаюсь творчеством, я не придерживаюсь такого мнения, я все-таки хочу, чтобы, если фильм сделан, чтобы его видели, потому что таким образом он живет. Потому что фильм же не важно понимать именно логически, умственно, да, его нужно прочувствовать. Ауру, энергию, вот то, что с экрана льется, это любой человек это воспримет, даже если он не понимает, что с ним происходит, но что-то в нем щелкнет, если он сочувствует твоему фильму. Вот, поэтому все, что я делаю все-таки для людей. И, конечно, хотелось бы, чтобы это видело как можно больше людей. С развитием стриминговых платформ все-таки люди будут больше тяготеть именно к коммерческому контенту, да, потому что там все-таки время, да, нетерпение у людей, да, хочется больше динамики вот, в развитии событий, больше развлекательности, потому что очень большая конкуренция. Кинотеатры останутся, если, например, в плане аттракционов тоже. Какие-то кинотеатры, да, куда ты придешь в 3D, чтобы смотреть фильм в 3D, а также другие кинотеатры, они станут артхаусными. Просто потому что, то есть они будут посвящены тому, чтобы показывать серьезный кинематограф. Должен существовать выбор у людей. Я не знаю, насколько это реализуется в будущем, но хотя по всему миру сейчас тоже существуют кинотеатры, где показывают именно авторское кино. У нас, к сожалению, в Таджикистане этого нет. Естественно, авторское кино нужно пропагандировать. Тоже на это должны работать кинокритики, то есть кинопресса, которая должна писать публикации, потому что если не написано ничего о твоем фильме, да, никто о нем не узнает. Знаете, для меня все-таки успех фильма заключается в его эффекте. То есть если кино поднимает какие-то вопросы, да, важные для общества, да,
будет ли положительный эффект после выхода фильма, когда люди его посмотрят. Потому что я отношусь, например, к кино как к зеркалу, в котором, например, я могу показать людям то, чего они, например, не замечают в своей жизни. Поэтому вдохновляюсь историями обычных людей. Я, наверное, к авторскому кино отношусь больше как к экспериментальному. Это поиск киноязыка, да, самовыражения, новой тематики. Потому что уже все придумано, и уже как бы это... То есть мы двигаем границы кинематографа, то есть что мы можем достичь, какие эффекты, как мы можем повлиять на зрителя еще. То есть, поэтому вот здесь мы можем искать себя. пайғамбарамон фармуда дар ин олам чун мусофир бояд зист ба чизе бояд дил набаст. В литературе у нас много веков существовало такое направление, как назидательная литература. Она должна носить воспитательный, морально-этический характер. Вот. И, естественно, это перешло в кинематограф, поэтому, если заметите, все наши фильмы, они вот посвящены именно таким вопросам этического характера, да, когда герой стоит перед выбором. Ну и потом еще все-таки вербальность есть в нашем кино. Я не говорю, что это как бы ее не должно быть. Все-таки это зависит от самого режиссера, от того, какой фильм ты делаешь. Кому есть зрители, которым очень нравится, когда в фильме много диалогов, да, когда там такое напряжение существует между героями. Вот. Но у нас это, например, я знаю, что это все-таки влияние, да, таджикского театра есть, да, этих пьес, потому что изначально, когда первые сценаристы наши, они были драматургами. Мне кажется, все-таки склонность к стилизации и, думаю, к символизму все-таки, потому что, вы знаете, это как вот поэзия, потому что, например, может быть, это на протяжении нескольких веков тоже сложилось, когда не принято говорить открытым текстом. Да? Все-таки Восток дело тонкое, поэтому здесь использование, вот, эксплуатация метафор, все-таки завуалированный какой-то язык. Потому что, может быть, это отражается то, что я как киновед сейчас рассуждаю о фильмах. Попыталась найти точки соприкосновения между этими двумя дуальностями, которые существуют внутри меня. И вы знаете, именно вот, я думаю, что в Сафарнаме, да, я уже отходила от этого, да, потому что я хотела, чтобы фильм был более спонтанным, потому что, во-первых, это документальное кино, во-вторых, был изначально план снять вот такие памятники в Южном Таджикистане, да, но как это все сложится и как это снимать, потому что все-таки документальное кино — это мировоззрение. Ты действительно, ты едешь с открытыми глазами и просто отдаешься течению этой реки. Да? Вот то, что с тобой случится, все это судьба. И этот фильм так и случился. Потому что каждый поворот, да, машина, каждая встреча с новым человеком, это вело меня к созданию этого фильма. И вот то, что есть в фильме, вы это увидите. Естественно, кино ориентируется все-таки на рынок, да, если оно все-таки рассчитано на какой-то успех в плане, допустим, принесения прибыли, да, или вот показов в кинотеатрах тоже. Но я думаю, что вызовы, которые существуют в обществе, все-таки, оно будет актуальным для той или иной страны, потому что в каждой стране есть свои вызовы. Например, вот то, что у нас актуально, да, это не всегда могут понять то, что актуально, как актуальность люди из другой культуры. Но вместе с тем существует круг тем, которые глобального масштаба. И здесь, знаете, кинематограф все-таки он используется тоже как продвижение идей, да, определенных, таких горячих тем, которыми наводнены в тот или иной период медиа. Субахайр, дадажон. Салом. Субахайр, азизам. روزت چه خیلی گذشت؟ شون هر وقته. لا تنظر كثيرا من النافذة وهم ينتبهون ويرونك. مگر تو در حجره تنها نیستی؟
مهمان دارم شناسای آمادگی А, кино, вы знаете, это такой как бы миф, да? Вот это, или может быть как сказка для людей, вот именно немножко оторваться от каких-то проблем в жизни, да, и вот унестись воображением в то, что показано на экране, в какую-то параллельную жизнь. Естественно, кино необходимо, потому что оно выполняет вот этот механизм, релаксирующий. Но вот этот механизм, он у нас сейчас, как вот эта ниша, она у нас занята в Таджикистане, то есть она занята индийским кинематографом, который очень блестяще эту функцию выполняет, такой иллюзорный мир уносит наших зрителей, турецким кино, то есть, которое очень популярно тоже. И, вы знаете, вот этот вкус, который уже отточился у людей, да, поэтому они с трудом воспринимают наши фильмы, потому что наше кино, оно все-таки другое. Вот мы говорили, чем оно отличается. Да? Потому что оно все-таки заставляет, оно поднимает какие-то другие вопросы, оно немножко, может быть, технически не такое, да, как, например, болливудское кино. Вот. Но вместе с тем, вот наша проблема в том, что мы не используем вот этот механизм создания, да, вот какого-то другого мира для людей, чтобы им, вот, они могли оторваться от своих бытовых проблем и начать жить жизнью своих героев. Поэтому они с радостью смотрят российское кино, иностранное, другое. И самое главное, вот я, например, участвовала в одном обсуждении, в котором собрались врачи, юристы. И вот я одна была представителем культуры и как раз защищала наш кинематограф, то, что на самом деле нужно выделять на него деньги, оно имеет право существования, оно должно существовать. То есть, представляете, врачи, учителя, для них эта тема была вообще как с Луны. То есть они говорили, а зачем нам это? То есть это люди, действительно, они практики, у них совершенно другое мировоззрение, да, потому что у них есть телевизор. То есть вот эту функцию, именно заменяющую, да, которая позволяет им расслабиться, да, провести досуг, для них выполняет иностранное кино или сериалы, вот то, что они видят. А отечественное кино для них не играет роли. То есть да, есть, хорошо, имидж государства, да, мы там услышим, что какие-то фильмы получили награды, это хорошо, да, но таджикское кино погоду не делает в их жизни. Ну, конечно, если я буду говорить о том, что государственная поддержка важна, да, об этом все говорят, и это все понимают. Но вместе с тем, за последние годы я стала задумываться о том, что личности важны. И поэтому все-таки вот эти изменения, которые сделаны, которые вообще будут сделаны или которые были сделаны, их творят отдельные индивидуумы. Поэтому очень важно, чтобы появлялись такие пассионарии, да, именно в кино тоже, которые будут двигать этот кинопроцесс. Знаете, то, что мы сейчас делаем, у меня такое ощущение, что мы будем все это оценивать через 10 лет и увидим, где мы были и куда мы пришли.